осень. Именно в это время, в далеком прошлом, наши с вами предки, закончив, наконец, все свои хозяйственные полевые работы, долгими тихими вечерами у очага рассказывали подрастающему поколению о легендарных героях, об их удивительных приключениях. Так, из уст в уста, из поколения в поколение все эти предания дошли до нас с вами. Муашыл Дышига Хамсар Мехкой. Здравствуйте, с вами Танзила Заурова и передача «Летопись сурдуков». Кто такие эти мифические нарты? Кто и когда их придумал? В чем особенность ингушского нартского эпоса и почему его всем следует знать? На эти и другие вопросы, надеюсь, мы с вами получим сегодня ответы. Вершиной развития народного словесного искусства признается эпос. У каждого народа он имеет свою историю, свою морфологию и свою поэтику. Одной из самых прекрасных жемчужин ингушского фольклора является нартский эпос, национальная версия которого имеется почти у всех народов Кавказа. Эпос, как известно, является вершинным жанром фольклора. Первые из известных нам нартских сказаний ингушей опубликованы Чахом Ахриевым в 70-е годы XIX века. Незначительное количество текстов о нартах записал в Горной Ингушетии Башир Далгат, Фома Иванович Гарипекин, Магомед Шабакиев. И относительно незначительное количество текстов нартских сказаний, записанных в Ингушетии, объясняется тем, что их стали записывать уже на стадии затухания жанра. Последние нартские сказители жили в начале XX века. Это Бибу Ахриев, Патиев Суси, Идрис Цицкиев. Ингушский нартский эпос дошел до первых исследователей в устной форме. В XIX веке его стали записывать и публиковать ученые-фольклористы. В XX веке он изучался уже в научных учреждениях, но, к сожалению, изучение было прервано депортацией ингушского народа в 1944 году. Возвращение к изучению состоялось не скоро. В последнее время нартиадой интересуются ученые-историки. Кавказовед, историк Руслан Бузуртанов подробно нам расскажет, кто такие нарты, где они и когда зародились. Маршал Дышик Руслан. Да, маршал Волпы-Наснина. Что такое эпос? Кто такие нарты? Были ли они героями или народом? Как изучали этот эпос? Куда они ушли? Как они уходили? Какой они подвиг совершали? Вернутся ли эти нарты? Я на этот вопрос целую, как говорится, отдельную тему осветил в своей этой работе. Кавказский нартский эпос, том 1, там где-то 180 тем, 178 вот так тем. И вот там, где я рассказываю, кто же такие нарты, я даже с подразделом вот на этот вопрос отвечаю. Я привожу всех исследователей 19, 20, 21 века, которые тоже задавали вопрос, кто такие нарты. Одни говорили, что это народ, а другие исследователи приводили доказательства, что это всего лишь герои. Вот, например, Клицкий такой был исследователь 20-х годов 20 века. Здесь на Северном Кавказе работал, профессор. Он считал, что это, говорит, просто герои. Наши исследователи, вот Мальсагов Ахмед АО, он считал, что это дружина. Дахильгев Ибрагим тоже где-то вот в этом ключе. Я прочитал сообщение о том, как отвечали на этот вопрос ингушские старейшины. Они утверждают, что вокруг Назрани жил народ, который обозначался нарты. И именно их мощи лежат у нас, говорят, в склепах. Не тлея уже 2000 лет. Они их считали народом. Я его даже назвал Кавказский нартский эпос. Почему? Потому что все посягают его присвоить. Его не надо присваивать. Это кавказский эпический цикл. Его не надо никуда растаскивать. Ни в иранскую, ни в монгольскую степь. Так как исследователи делают. Не надо этого делать. Это древнее наследие Кавказа. Вначале, может быть, устное было, потом записывали. Вначале их как записывали как сказки, потом как песни, потом как сказания. Ну, по-разному. Почему я смело говорю? Вот, например, простой пример. Уздият Башировна Далгат, дочь Башира Далгат, она пишет, что я, читая вот этот эпос, вижу, говорит, чувствую, просто ощущаю, говорит, дыхание безбрежных просторов, говорит, евразийских степей. Я не ощущаю. Почему? Потому что
Эти герои разговаривают на языке, которым разговаривали наши отцы поколениями, сотнями поколений. Да. И все сюжеты у нас очень архаичные. Вот что пишет доктор исторических наук, кавказовед Евгений Игнатьевич Крупнов о различных версиях Нартиады. И сейчас я вновь со всей категоричностью хотел бы подчеркнуть свой главный тезис о том, что героический нарский эпос — это результат самобытного, а не заимствованного творчества сугубо местных кавказских племен, носителей родственных языков, развивавшихся на основе древнего и единого кавказского субстрата. Поэтому не случайно нарский эпос возник и развивался в таких районах Северного и Западного Кавказа, на территории которых на рубеже бронзового и железных веков бытовали и близкие между собой так называемые археологические культуры — кабанская, прикубанская и колхидская. Они развивались и развились также на базе более древних родственных культур эпохи бронзы. Ныне же на этой территории проживают ингуши, кабардинцы, чеченцы, черкесы, адыгейцы, абазины и абхазы, то есть народы, принадлежавшие к особой так называемой кавказской языковой семье, отличная от всех языковых систем мира. Я знаете, как пишу? Наши герои Кавказа родились в камне, жили среди камней и ушли умирать в камне. Понимаете? Согласно ингушскому преданию, герой нарского эпоса Кулой-Кант жил высоко в горах. У него была своя пещера, куда он запирал большую отару овец. Валун, которым он задвигал эту пещеру, закрывая ее, не могли сдвинуть с места 60 всадников. Проведав о его силе, другой герой нарского эпоса Сескасоса позавидовал ему и решил проучить Кулой-Канта. Они хитростью его связали и увели его в отару овец. При этом они убили его говорящего козла, который управлял этой отарой. Связанный Кулой-Кант дотянулся до кости убитого животного, проделал в нем отверстие пальцем и начал играть свою жалобную мелодию, которую услышали его родственники в поселении. توليقة غازا تحكا بلغش اشتيا ارجج يا خاتو زلقا يوختو شردك دقا يوختو دق الى دقات ارج جينو سا دو كايش جينو دو يا خجدي خيدو يرقل وسا درك دسا جو تعدول خوش همار دوش خنطن اخشي از يشلقا يوختو دا خزا Поняв, что с ним что-то не так, они пришли к нему на помощь и освободили его. Освобожденный Кулой-Кант яростно бросился в погоню за Сескасосой. Сескасоса, когда узнал о том, что за ним погоня, очень сильно испугался. К этому моменту он приблизился к реке Терек. Терек был очень буйным, и перебраться через него Сескасоса не мог. Тогда он взмолился Тереку и попросил усмирить свои воды, а взамен он обещал ему золотой пояс. Свой золотой пояс он снял и бросил в Терек, а Терек усмирил свои воды. Успев перегнать половину отары овец, Сескасоса сам с дружиной успел перебраться на другой берег, до того, как Кулой-Кант к ним подоспел. Поняв, что все-таки они от него ускользают, разъяренный Кулой-Кант взял огромный валун и бросил через реку Терек вслед за Сескасосой. С тех пор этот камень там лежал, и его называли камнем Кулой-Канта. По ингушским легендам, вскоре этот камень был раздроблен, и из него была выстроена Чарасская крепость. Руслан, вот как раз вы подводите к теме, где и когда родился нарский эпос. Время зарождения нарского эпоса и признаки в эпосе, которые говорят о том, что именно это и время является зарождением его. Ну, смотрите, очень интересный вопрос. Почему? У меня по этому вопросу целое эссе. Время зарождения нарского эпоса. Время становления, я его правильно пишу, время становления нарского эпоса. Отвечаю словами и Абаева, и Крупнова, и того, и другого, и 180 людей туда приобщаю и привожу. То Миллера, то Ковалевского, то Долгата, то ингушских авторов, осетинских авторов, массу. Вы знаете, чтобы определить время зарождения вот этого нарского эпоса Кавказа, для этого надо опираться на что? Не только вот на этих авторов, что они там написали. Посмотреть, какие сюжеты. Вы знаете, что временные хронологические рамки сюжетного содержания у разных версий совершенно разные. Совершенно разные. Если мы, например, начнем рассматривать
нартский эпос, ингушскую версию, получается что? Да получается то, что сюжетная канва рождения героя из камня, она один в один, слово в слово повторяет древний шумерский миф о Иулкиуме, о герое, который был рожден в Кумарби, сочетался, говорит, со скалой, и он рожден. У нас не Кумарби, у нас Нярби. Кумарби – это хуритские, шумерские мифы. Вот, например, Василий Иванович Абаев пишет, что время зарождения нартского эпоса, ну, по крайней мере, осетинской версии, это эпоха скифских перекочевок. Ну, конечно, он подводит это под то, что интересно ему. Другой вопрос, что он же должен его связать с осетинским этническим массивом, так или нет? Так. Но что делает Василий Иванович дальше? Он берет всех основных героев, ну каких? Хамаца, Урызмага, других. Он их связывает происхождением с монголами. Монгольская эпоха, когда здесь? 13 век в итоге. Но в эпосе во многих сюжетах описывается время хронологически там на порядок раньше, это тысячелетия вперед. Да. Знаете, вот я когда начинаю вот эту работу, я там одно эссе пишу, какое? Что такое эпос? Я там привожу древнегреческое. В древнегреческом эпос он звучит эопа, что в переводе обозначает выдумка. А ну-ка, аламетл, может это... Опа, да, опа. Но у нас она не выдуманная ткань. У нас она живая ткань ингушского, из поколения в поколение передававшегося устного наследия. Вот один из исследователей, краеведов, Гарипекин, он правильно сказал. Я удивляюсь, говорит, как слово в слово передали древнегреческий миф, который вышел 3000 лет назад, говорит, люди ознакомились. Как они его передали слово в слово, мне его рассказывает в затерянном селении среди каньонов горных ингушский старик, который незадолго до этого показал мне 15 своих предков в склепе. Тела 15 своих. Значит, он здесь несколько столетий отсюда не выезжал, правильно? Правильно. То есть он не мог нигде учиться, не мог нигде ознакомиться. И он оттуда, с этого каньона, как с этого ущелья вообще не выходил в жизни. Как это тогда получается, говорит? Такая же история удивительная с девушкой Ио, Юцером Йомей. Это прикованный Прометей. Какое это время? Это 2300 лет назад. Но там обозначаются какие места? Место Хулия, богатое лесом, Хулия Юцер. Там дальше идет Пармат идет. Место героя. Вот, например, если взять тему похищения огня и возвращения огня, да, вот в разных версиях. Разные герои, Насран Джаке, Сосруко, там, в абхазской версии, в ингушской версии эти действия разбиты по героям и по этапам осуществления вот этих подвигов. Один у нас возвращает огонь, а второй герой, Курк, он не огонь возвращает, он возвращает людям барашков и тростник. И все это у нас указано в древних архаичных преданиях, конечно, которые мы где-то не ходили, не черпали, не переписывали. А это от отца к сыну передается поколениями. Да, это удивительно. Это просто удивительно. Время и место становления ингушских преданий, нашей ингушской версии, оно удивительно, оно богатое, оно архаичное. Но, конечно же, не я это заметил, что они архаичные, эти сюжеты. Это и Мелитинский, это и Трубецкой, это и Леонид Петрович Семенов, это и заграничные исследования, и ряд немецких, французских исследователей это заметил. Даже Петр Услар написал в письме одному своему товарищу, это середина 19 века, он написал, это удивительной красоты, говорит, и необычайные по своему содержанию, говорит, богатейшие, говорит, сказания, говорит, от нартов. Я, говорит, очень хотел бы, чтобы мы эти предания и записывали, и изучали. Кстати, Руслан, дополню ваши сведения. Может быть, вы об этом знаете, но я знаю ввиду того, что я житель Жарасского района. Место Пармат находится как раз над Тхули, на склоне горы.
героиня прикованного Прометея, вот эта девушка Ива, что она сказала? Она сказала словами ингушской древней архаичной молитвы. Аллило, аллило, и говорит, собирает людей. Но это же написано на древнегреческом языке. Это же написано древнегреческим философом, который даже, может, и не знал, что будет когда-то такой народ ингушский, что будет великолепный Бузуртанов Руслан, который все это будет исследовать, понимаете? Что это будет вот эта команда сегодня, которая великолепные вопросы задает. Почему все-таки важно знать нарский эпос? Представьте себе, будучи краеведом, он же был егерь, он занимался лесоводом, был Гарипикин, даже он это понял и сказал, это удивительные сказания, их надо записывать. А знаете, как Всеволод Миллер записал, если мы сейчас упустим время записывать, это в конце 19 века, если мы упустим, говорит, возможность услышать и записать вот это великолепие, говорит, Кавказа, вот эти устные народное творчество, мы, говорит, это все упустим, уйдут вот эти люди, говорит, носители вот этих знаний. Он об этом сожалел и понимал, что происходит. Но, слава Богу, хотя бы часть мы записали. Хорошо, что хоть часть записали. В этих нардских сказаниях не только приводятся данные о каких-то подвигах, не только приводятся имена героев, что они делали, где они захоронены, где они родились, где они осуществляли подвиги. Но там же приводятся фразеологизмы, там же приводятся словосочетания, которые сегодня уходят потихоньку из живого ингушского языка. Но они обозначают, вот, например, в одном сказании указывается, сожалея об одном старике, говорится, «Дякас хабор». Оказывается, это, знаете что? Уставший волк, оказывается, в другом значении. Уставший старый волк. Он обращается, один из героев обращается к старику. Вот эта героиня ингушского эпоса Жербаба, да, она очень много обращений делает к героям, которые сегодня могли бы быть наставлением. Она их оберегает, она учит их правильным поступкам. Многие возможные какие-то злые действия, которые могли осуществить вот эти молодые герои, которые не очень осознавали, что они там наносят иногда и зло каким-то людям, да, они от этих поступков отказывались по советам вот этой мудрой женщины. Она была наставницей вот этих нартов. Она им многое подсказывала. Такими же функциями обладает в ингушском эпосе вот этот Боткшерт. Да, он тоже во многих местах спасает их. Да, спасает. Иногда они его незаслуженно обижают, но он все равно это воспринимает очень толерантно. Да, да. Ну, например, есть, например, такой же аналог есть в Остинском эпосе, да, Сырдон. Но он немножко, у него более злые шутки, и у него более такие поступки, которые иногда и к гибели приводят героев. У нас этого нет. Но, конечно же, там идут и внутренние противостояния, внутренние эти споры. Но все равно герои друг друга, видно, что герои друг друга оберегают. Да, как бы это ни было. Ингушские герои друг друга оберегают. Вот я вам простой пример приведу. Есть такое сказание архаичное, Сеска Солса и Хамчи Патерас. Там они, когда спорят, вот этот Патерас, он верх одерживает. То же самое Сеска Солса и Кендешоу. Даже когда Сеска Солса к ним в гости приходит, там мать вот этого Кендешоу, она ему там ключицу ломает, обнимая, она богатыршей была, да. Ну, тот потом его излечивают, но все равно, смотрите, они друг на друга не обижаются. Когда спор разрешенный в стране мертвых, да, вот это такое древнее сказание у ингушей, когда вот этот Бятер выигрывает у Сеска Солса, тот не только на него не обижается, он говорит, истинным героям, говорит, стыдно обижаться друг на друга. Да, ты оказался, говорит, сильнее, но его признали сильнее в этом царстве мертвых. А он что делает? Он роднится с ним. Нарты и памятные шесты на могилах героев. Это отдельное эссе, это удивительно. Столько там интересных параллелей я выявил. Да. Нарты, например, и скачки, нарты и лошади. Я понял, что это полотно, это детище Кавказа, его надо всем вместе защищать от чего? От попыток куда-то его отнести, то в иранский мир, то в монгольский мир. Да, вот эти герои там
Гуриев, Абаев и другие авторы говорят, вот такие-то, такие-то герои, это дети аула Нар, аула Солнца, да, монгольского. Но вы меня извините, монголы сюда не эпос пришли это распространять. Они разорение осуществили на Кавказе. Конечно же, герои нарского эпоса кавказского, конечно, не могут иметь монгольские корни. Понимаете? Смотрите, вот интересно еще параллель какая. Вот, например, в каждом народе есть обозначение отца-матери. Дада и Нана. Ну, так, ну, к примеру, да, у ингушей. Да, это отец, Дада это отца-отец, Нан это мать, Нани это бабушка. Вот представьте себе, у осетин там Фада, Мада, там, отец, мать, да? У адыгов тоже обозначение отца-матери, у абхазов обозначение. А вы знаете, что в эпосе все обращаются, герои обращаются к отцу-матери Нана. Это о чем говорит? Даже знаете, как в абхазском эпосе Нанайки, так обратился абхазский нарский дедушка к внучку. Айхавол Нанайки, ахаол, да, Аллах метал. То есть все ингушские обозначения внутрисемейные, они присутствуют во всех версиях. Получается что? Получается это древний, мудрый, живой эпос Кавказа. У нас язык начинается на «ф». Фу это что? Звук. Фунях это некто, да? Фу это звук. А фу это звук, фу это воздух, фу это семя. Мы рождены на этой фонеме, как говорится. Я это в своей вот этой предыдущей книге давным-давно доказал, 2019 года, об исконности фонемы «ф» в ингушском языке. В этом плане я очень толерантен, как исследователь. Я это должен здесь доказывать выдержками, языком эпоса, говорить о языке эпоса, говорить обращения какие. Там у них все ингушские древние обращения во многих версиях, и аляла и так далее, понимаете? Даже вот эта девушка Ио, как обращается, когда зовет на помощь, алело, алело, говорит. То есть идите на помощь. Вот это алело, аллилуйя, оно в молитвах многих народов. Да, многих народов. Но оно же, вот это аллилуйя, вы знаете, как римские воины германского происхождения, они били мечами о щиты и вызывали противника на бой и говорили, знаете как, аллилуйя, то есть, внимание, говорит. Да, это не сегодняшний термин, но в нашем древнем языке у нашего народа он сохранился. Руслан, и теперь вот очень важный вопрос, что для ингушей представляет нарский эпос, чем он является? Вот у нас есть памятники материального наследия культурного, это наши башни. Они очень важны для нас. Сегодня у каждого тейпа есть своя родовая, они дорожат этой башней. А вот этот эпос, кто-то его воспринимает просто как какие-то сказки, небылицы и мелочи, на которые не стоит обращать внимание. Что представляет для нашей культуры нарский эпос? Вот сейчас вот очень хороший вопрос. В Жайрарском районе когда-то было такое поселение. Как оно называлось? Эшкпха. Что это за Эшкпха? Оно руинировано, его уже нету. Это родина знаменитого героя Эшка. Ингушского. Что он переводится? Это железный. Например, есть ли, например, в адыгском и осетинских эпосах? Конечно, есть. Эш-Богатар указан у осетин. А у адыгов, многочисленных сказаниях. Смотрите как. Я вам зачитаю стихами. Эшёх, отцом был Эшемезаёх. Крепкий был он, как железо. Дуцарь Эшде. Разговор идет про железо. Но само название железа в адыгском языке не эшки, по-другому.
герой Цок. Был Тох, у него тоже место. Вот, например, в вашем родном месте Танзила, в ваших вот этих селениях, Салги, там рядом, там двое людей знаменитых похоронено. А ну-ка. Сескасоусца и Тумри Ги. Нет, там еще вот этот Маго. Маго, конечно, Маго. да, Маго. Вот представьте себе, вот эти герои, они у нас участвуют в Нарском эпосе, но они имеют и свои святилища там, вот в их родовых селениях. И да? захоронения. Да, и захоронения имеют. То есть каждый герой ингушского эпоса обозначен, где он родился, где он, как говорится, крестился, где он совершал подвиги, где он нашел свою любовь, да, где он упокоился. У нас это можно показать. У нас об этом можно. Было рассказывают, что эту стелу установил сам Маго. Также они помнят, что вроде бы здесь лежал еще один камень, на котором был отпечаток конского копыта. Они объясняют, что отпечаток был произведен еще в те времена, когда камни были жидкие. И произвел его Зауркант. Ингли Эгат, Дилоузбя, Зауркант, как говорят старики. Я вам начал с курганов. А вы знаете, что там башни были? Там же столько заградительных стен. Там руинированные останки огромных крепостей стоят. Имена вот этих героев идут в родовые хронологии, в линии этнархов по каждому тейпу. У нас в эпосе, знаете как еще? У нас в эпосе даже описывают, как строили, да, особенности. Слепы как устанавливали. Это культовая триада, башня, склеп и святилище, которым живет наш народ уже на протяжении многих не столетий, тысячелетий. Почему я смело говорю? С бронзового века захоронений и в Тли, и в Игикале, во всех, в Даряльском ущелье, во многих этих местах, которые исследованы то Хатисяном, то Крупновым, то Марковиным. И в ингушском весь эпосе, и в других эпосах, конечно же, приводят и этнографические данные, как это происходило там, как жили, про башни. Во многих версиях ингушской, осетинской и других балкарских, карачаевских, о чем говорится? Говорится о том, что до захода солнца и захоранивать надо было. Если, например, какой-то герой посещает мир теней, он должен был вернуться правильно. В ингушском эпосе как называют вот эти закатные лучи солнца? Хамчи-Патарсха. Правильно, верно. Видите как? То же самое в осетинском эпосе, то же самое в балкарских сказаниях. Там тоже до захода солнца надо и захоранить, до захода солнца завершать надо дела и возвращаться или оттуда, или из походов, или с гостей и так далее, и так далее. Ну, таких вот этих этнографических тонкостей, конечно, в наших версиях очень много. И я не скажу, что нам их подарили со стороны. То будь с Монголией, будь... У монголов есть свои улигеры, очень красивые эти предания. Очень красивые. У иранских народов свои предания. Но это не нарский эпос. Очень важный вопрос. Вы мне, когда мы сюда ехали, передачу снимать, вы сказали: Руслан, а есть такое, что вот наш эпос отличает от вообще эпического наследия всего мира? Есть такое? Да? Отвечу. У меня целая статья, целое эссе посвящено, вот целый раздел посвящен этому. Да. Вот смотрите, знаете, чем отличается во всех мировых наследиях эпических? Эпос, там, цикл сказаний. Там герой и народ. У нас не герой и народ. У нас героическое общество описывает его жизнь, его быт, как он жил, как он захоранивался, как он между собой, там люди спорили. Но это общество демократическое, и смотрите, не сословное, это очень важно, сейчас расскажу. Если в других сказаниях там князь или герой или хан, да, а остальные все это подчиненные, да, а здесь они все герои, они каждый не считает другого выше себя.
Каждый герой не считает. Они за это сражаются, иногда и между собой спорят. Потому что это описание жизни древнего несословного общества. Смотрите, например, склепы описываются и в балкарских сказаниях, и в этих, и в ингушских, осетинских. Что такое склеп? Склеп – это место упокоения по родовому признаку кого? Несословного общества. Почему? Потому что если в этом обществе будет князь и раб или холоп, они вместе не будут захоронены. Здесь сословия не признавали. Это были свободные демократические общества, в числе которых самым главным я укажу ингушей. Почему? Потому что вот это у нас выработалось и в фразеологизме, и в поговорке, в саму жизнь этого древнего мудрого народа. Вот это равенство прав и обязанностей, оно здесь у нас в крови, оно у нас в плоти. Вот любой эпос возьмете, там какие-то герои и все остальные, да. У нас нет, у нас нарты. Название вот это нарты, про это тоже споры идут. Нар – это мужчина, герой. Это и в хуритском языке, и в шумерском языке. А у нас сюжеты, они давным-давно установлены, что они древние, мудрые, они состоявшиеся, они уже сложившиеся. Нам ничего не надо складывать. Руслан, Да. последний вопрос. Лично ваш любимый герой нарского эпоса? Мой любимый герой нарского эпоса, отвечаю честно и прямо, все нарское общество. Знаете почему? У каждого нашего героя есть и хорошие, и нехорошие поступки. У каждого, назовите любого. Я вам скажу, вот здесь он хорошо сделал, вот здесь он плохо поступил. Они живые люди. Вот эти наши герои, они живые люди. Тот же Ботка Ширка, тот же Сеска Солса, тот же Патарас, тот же... И каждый герой. В одном месте он хорошо поступил, в другом не очень. Понимаете? Как я могу их кого-то выделять или... Понимаете, о чем я? Вот это наше древнее героическое общество, нартов, героев, да, Кавказа. Вот это и есть мои любимые герои. Многие исследователи нартского эпоса считают, что когда-то ингушские нартские сказания рассказывались и пелись. В начале 20 века в Ингушетию с целью записать ингушских сказителей и музыкантов приехал композитор Адриан Павлович Митрофанов. Он успел записать многих музыкантов, которые еще исполняли свои песни на смычковых музыкальных инструментах чондырь и атхекпандр. Среди них есть Магомед Аушев из селения Волгаюрт. Адриан Павлович Митрофанов зафиксировал одну из его мелодий «Кулый кантнец». В нотах она хранилась более столетия в ростовском архиве, откуда ее привез ингушский историк, краевед Берснах Газиков. Благодаря ему мы сегодня с вами ее можем услышать.